распущенными каштановыми длинными волосами. На мне одето вязаное, удлиненное прямое платье цвета морской волны и черные сапоги на каблуке. Я рада вас приветствовать, и до начала нашего спектакля очень хотела бы, чтобы мы все вместе немного сонастроились. Это несложно. Я задам несколько вопросов и прошу вас быть активными и искренне реагировать поднятием руки, если то, что я буду говорить, будет у вас откликаться. Я сейчас стою посередине сцены, в ярком луче театрального света, он очень горячий, и я надеюсь, что меня слышно на задних рядах. Я жду вашей активности. Меня слышно? Да. А рядом были люди. Поднимите руку, если вам приходилось испытывать страх, когда вы сталкивались с чем-то новым и неизвестным. Поднимите руку, если вы испытали какой-то дискомфорт или неудобство, заходя сегодня в наш зал. Мало веревок было. Честность. Поднимите руку, если вы когда-либо испытывали гнев из-за того, что кто-то решил за вас, как для вас лучше. Поднимите руку, если вы чувствовали, что человек, с которым вы общаетесь, на самом деле не видит в вас человека, а видит только стереотип или ярлык. Поднимите руку те, кто когда-либо хотел и мечтал летать. А не важно, просто летать. На чем угодно. Можно... Если была такая мечта, спасибо. Поднимите руку те, кто чувствовал себя неловко, общаясь с человеком, чьи особенности отличались от ваших. Спасибо вам за честность, но это еще не все. Поднимите руку те, кто испытывал искреннее сочувствие в свой адрес в тяжелые моменты жизни. Вот работая над этими вопросами, мы столкнулись и узнали то, что в русском жестовом языке, оказывается, нет жеста и понятия как сочувствие ко мне. Есть жест жалости, есть жест радости, а сочувствие ко мне, такого жеста нет. Поднимите руку, если вы верите, что любовь и принятие помогают преодолеть любые различия и разногласия между людьми. Поднимите руку, если вы считаете, что самое главное – это находиться рядом с теми, кого вы любите. Я накрашу губы ярко-красной помадой. У меня сценарий, и я здесь режиссер. Здравствуйте, девушки, я в сером кроссовка, 110 килограмм, я вас, папа Али, я вас всех люблю, я обожаю. Меня зовут Ирина, я в бежевом пиджаке, коричневых брюках, светлой обуви, у меня на голове заколка как бантик. Мен Матюба, мен бежевый кофта, жолукчанмын. Мен бүгүн эң ыкма
Матюка, вот вы сценарий, да, набрали? Отлично. Вы готовьте свой монолог. Меня зовут Алия. Я в коричневом платье, у меня длинные волосы. Я стройняшка. Привет, я Эльвира, я в зеленом платке, в коричневых рубашках, штанах и в черном поясе. Я улыбаюсь. Меня зовут Оля. Я сегодня в розовой кофте, брюках. У меня глаза цвета хамелеон. Я рыжая. Привет, меня зовут Алия. Я сегодня в лапше с распущенными волосами. Я красотка. Салам, катайсыңдар. Привет, привет всем. Мен бүгін красный Феррари. Üstümde бирюзовый кофта, коричневый шим, черный. Как звезда. А я Мишана. Привет, девочки. Сегодня я одела свою любимую розовую кофту и синие джинсы. Почему-то захотела разминаться на столе. Настроение, как всегда, позитивное. Привет всем! Ой, здравствуйте! Мы уже разминаемся, давай присоединяйся, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, простите за опоздание, таксист 2 раза вокруг квартала обвез и даже не сказал, по каким улицам едем. А это же их любимый трюк, когда особенно цена еще не фиксирована. Да ты что, не знала, буду внимательнее в следующий раз. Да, девочки, меня зовут Татьяна, я сегодня пришла в стиле милитари. Короткая стрижка, черные очки, свитшот и брюки хаки цвета, и брюки карго цвета хаки. Вот, у меня черный кулон, и это для боевого духа. Распишись, пожалуйста, вот здесь. Попадаю? Попадаешь. Только что-то так мелко, вообще не разберешь без микроскопа. Вы знаете, до слепоты у меня почерк крупный был, а сейчас измельчал совсем так говорят, по крайней мере. Девочки, это успех. Наше панно во всех новостях показывают. Вообще везде, во всех новостях, представляете? Во всех новостях наше панно показывают. Ну вот там мы прямо вот здесь и будем с вами основное действие показывать. На вас будет падать яркий свет. Вы будете просто звездами. Панно мы повесим. Еще решим. А зрители у нас будут сидеть вон там. Кто не видит, я показываю на пространство за собой. Я буду, чтобы вы не волновались, стоять там. Я за кулисы показываю тех, кто не видит. Ну это вообще новость бомбическая, конечно. Мы репетировать будем с вами каждый день. Все понятно? Каждый день живенько, активненько разминаемся. Алло? Да вы что? А бюджет согласован? Ну, конечно. Ну, мы не подведем. Да, мы все сделаем, как договаривались, да. Мага сценарий вообще жаққан жоқ. Мягко говоря, я не знаю, кому вообще это нравится. В этом сценарии мы выглядим не очень умными. Я не буду играть в роли куклы, я не кукла. А я не буду участвовать в танцах, я не собачка. Это не сценарий, а какой-то цирк уродов. Мне только что позвонили оттуда. Мы еще ничего не поставили, а нас уже приглашают
Вообще, такого сценария нигде не читал. В этом сценарии мы выглядим умными. Я хотела бы попробовать играть в роли куклы. А я уже знаю, какой танец исполнить. Там такая драматургия, девочки! Это же мечта! Встречай Америку! Да, сценарий волшебный, конечно. Осталось только подумать, где нам разместить панно и как его представить зрителям. Я знаю, что я это решу. А вы, пожалуйста, активно разметайтесь. Так, алло, может быть, мы его повесим в фойе? Девочки, пожалуйста. Где я сказала, будут зрители, Эльвира, они за твоей спиной? Да? Ну все, давай, Миша. Мы сейчас пригласим из зрителей 2 человек, чтобы они нам поддержали. Кого? Ну-ка, пойдемте. Ну там со 2-го ряда давайте. Со второго? Со 4-го. Со второго? Кого? О, девушка со светлыми волосами, пожалуйста, можете давайте. Кого еще? Америка, давайте, Америка. Пришли, да? Да, одна пошла. Еще кого хочешь? Ну давайте мужчину к девушке. Я такой привлекательного. Привлекательного? Да. Так, Девушка в черном платье, да? девушка в черной двойке, очень стильно, элегантно. Ну давайте мужчину. Сейчас я надо для тебя рядом. найду мужчину. Пожалуйста. Так, давайте. А вот Америку. О, есть, да? Вышел мужчина высокий, белой рубашке, галстуке. Да. Чуть-чуть. Так. Взяли уже, да? Взяли. Они держат панно. И здесь выхожу я. Показываю на как бы панно. Ну, мы же на репетиции, панно там, да, вы потом посмотрите. Показываю на свою тарелку прекрасную птицу с обожженными крыльями. Ты думаешь, поймут, что это за птица? Ты слишком хорошо о них думаешь. А я скажу, мне есть что рассказать. Диагноз – уродство. Нет, про это я не буду говорить. И про то, как прятала свои руки под длинными рукавами, тоже не буду. Расскажу про прекрасную птицу с опаленными крыльями, которая смогла взлететь, несмотря ни на что. Счастливую, свободную, смелую, сильную. Я эта птица. Когда в социальных сетях я вижу всех этих коучей, которые учат любить себя, верить в себя, наслаждаться жизнью, я вспоминаю про свою маму. Этому всему меня учила она с детства. Она мне говорила: кызым, у тебя получится все. У тебя должен быть ребенок. Моему сыну сейчас 12 лет, он сидит за Мама говорила: кызым, у тебя должно быть свое дело. Вуаля. Я владелица прекрасного кафе, под названием Дамду. Там самые вкусные самцы со шпинатом. Приходите, 288, я вас встречу. Бывает, к нам в заведение приходят разные люди. Но я же не только хозяйка. У меня есть партнер, я могу быть официанткой, беру поднос с горячим заказом, иду к посетителю. Kol so'ragan odam kelmaydi. Ошол тамакты башына күйсөң болду. Жоқ, жанагүл, анткен жоқпын. Ал азыр күндө келип тамак ичет. Какалайбы? Жанна, как тебе с мамой повезло? Она у тебя такая мудрая, а ты такая смелая. Неужели ты вот это все зрителям сможешь рассказать? Да,
расскажу. Но сейчас не об этом. Хочу поблагодарить наших зрителей за то, что побывали у нас на сцене. Спасибо большое. А я бы тоже хотела рассказать свою историю. Я была бы вся в черном, сейчас зрители видели бы только мое лицо и мои руки. Собака была большая, я была маленькая. История короткая. Не знаю, часто ли люди, испугавшись, теряют слух, но это случилось со мной. Мир не перевернулся, конец света не наступил. В жизни ничего не изменилось в жизни моей семьи. Мои родители и моя младшая сестра, они, как обычно, работали, отдыхали, общались друг с другом. Я ничего не слышала. Постепенно я к этому привыкла. Мой папа через время начал учить жестовый язык. Это мое живое общение, настоящее, началось только в детском саду. Там я начала учить жесты. В детском саду это было самое лучшее место на свете. Там я не хотела уходить оттуда. Там не чувствовала себя одинокой. Там все понимали меня, и я понимала всех. Я завидовала детям, которые оставались там ночевать. Не маши руками. Ты же умеешь читать по губам. А дүлейлердің балдардағы дүлей болшауы? Дүлейлердің нерелерде дүлей болауы? А дүлейлердің балдарын сөйлегенді қанты үйренші? А кто их этому учит? Мой муж и мои дети, они слышат и говорят. Они знают жестовый язык, но они его не используют. Когда я была беременная, я втайне мечтала о том, что у меня родится глухой ребенок. И тогда мы могли бы общаться с ним на жестовом языке. Это самый красивый язык в мире, жестовый язык. Я хотела бы научить зал, как говорить на жестах «здравствуйте». Я хотела бы сказать, как будет «я тебя люблю» и аплодисменты. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Да, поцеловали ладошки, сердечко. Я тебя люблю. Хорошо. Я тебя люблю. И аплодисменты. Покажи еще раз аплодисменты. А если в зале будут иностранцы, они ничего не поймут. Почему? Потому что в мире 72 миллиона глухих и 300 жестовых языков. 72 миллион 300'ден ашуын жаңсот дейді. А как вы общаетесь? Ну, я делю людей на 3 группы. Первая группа – дикари. С ними общайся, хоть через переводчика,
хоть через суд для переводчика. Они будут говорить, оставьте меня в покое, я ничего не понимаю. Вторые, они старающиеся. Они будут руками, ногами махать, искать бумажку, телефон, писать. А я не пойму. А третья группа – это замечательные люди. Они не знают жестового языка, но с ними легко. Я не понимаю, что она говорит. Не понимаю. Спасибо вам за экскурсию. Это было очень интересно. It was great. Amazing. Thank you very much. Я родилась слышащим человеком. 3 года я заболела пневмонией. Я ходила в обычный детский сад, как все. Постепенно я начала привыкать читать по губам. Воспитательница в детском саду мне говорила: Оля, пожалуйста, подушку в рот не бери. Я понимала, но со спины уже ничего не слышала, даже свое имя. Меня определили в специальный детский сад. Я пришла туда, а все говорят на жестах. Для меня первое время это было ужасно. Я не знала, что мне делать. По настоянию мамы она говорила мне: не бойся, будь как все. Я учила жестовый язык, рано научилась читать и писать по специальной программе для глухих детей. Я закончила специальную школу-интернат для слабослышащих и поздно оглохших детей. Сейчас я работаю гидом и вожу экскурсии как для местных, так и для иностранцев. Я сейчас хотела бы вам всем рассказать, как будет «Я тебя люблю» по-английски. Давайте мы все вместе повторим. Мизинец поднимаем, просто мизинец. Это будет «I». Первая буква. Это первая буква «I». Закрываем, Теперь закрываем мизинец, поднимаем открываем указательный и большой с большим пальцем. Это будет «Love». Лав. Love. Закрываем указательный, оставляем большой и открываем мизинец. мизинец. Вот. Это будет «You». Тебя. Тебя. А теперь, если все вместе 3 пальца поднимаем, будет I love you. Это будет все 3. Если одновременно, вот так вот I love you. Все 3 пальца вместе поднимаем I love you. Я бы показала зрителям большую букву. Вот такую большую. Мне было 3 года, когда я потеряла слух из-за менингита. Мама делала все, чтобы я заговорила. Водила меня даже к логопеду, надеялась. В 5 лет я была очень капризным и замкнутым ребенком. Но мама не теряла надежду. Один раз в магазине я увидела куклу с себя ростом. Как же сильно я ее хотела! Она даже мне снилась. Я просила маму купить мне эту куклу. Так сильно, как раньше, я ничего больше не хотела. И маме пришла идея. Если я заговорю, то мама купит мне эту куклу. Вот я очень старалась. Это было непросто. Но я заговорила. И мама выполнила свое обещание. Купила мне эту куклу. Как же мама хотела, чтобы я была как все. Почему же родителям так важно, чтобы их дети не отличались от других? Почему же им так важно это? Знаете, девушки, я бы хотел, чтобы моя дочь была счастлива, и у нее было много-много друзей.
Тушьтесь! Ну тушьтесь! Надо было кисарить. Почему это должно было произойти в мою смену? Предупредите ее сразу. Подумай хорошенько. Родишь еще. Папа, папа, вижу кота. Кто? Никто, папа, брошки. Супер. Когда ты родилась, казалось мне, что в одночасье рухнул весь мой мир. Что счастье вдруг осталось в стороне, а прошлое в огне потерь сгорит. Нам предлагали, как и всем другим. Но как не страшно было нам тогда, готовы были мы растить в любви, лелеять и оберегать тебя. Принятие продлилось целый год. Он сложный был. Пролилось много слез. Но все же забегу слегка вперед, ты воплотила много наших грез. И 20 лет промчались чередой. Смогла ты очень многого достичь. Безмерно мы гордимся все тобой. Своих побед число не ограничь. Всегда иди вперед и побеждай. Ты так прекрасна, солнечна, чиста. Своим примером всем надежду дай и занимай лишь первые места. Пусть ширится твоих знакомых круг. Пусть увлечение множится весною. Мечтаю, что найдешь себе подруг, чтоб не было по жизни тяжело. Моя родная, девочка моя, здоровья пожелать еще хочу. Пусть будет долгой и долгая жизнь твоя. Ты яркая, подобная лучу. Ты осветила нашу жизнь, поверь. Спасибо, милая, что ты на свете есть. Совсем ты взрослая у нас уже теперь. Я рада, что сегодня все родились. Девочки, а как бы зрители еще здесь есть? Да? Я вот хочу и выйти, да, вот здесь постоять и рассказать им, что я мать троих чудесных деток. Как у детей, да? Нет, настоящих карапузов, таких лапочек моих деток. Я их люблю очень. Девочки, скажите мне, пожалуйста, там будут ответственные люди, а? Эми залда ким болот экенин билбейсиң, бирок сизге ким керек эле? Ну, мне нужен тот, кто ответственен за транспорт. Я бы вот вышла бы, да, к нему вот так и сказала бы, понимаете, нам незрячим очень тяжело бывает на остановках сесть на автобусы, потому что они проезжают туда-сюда и не говорят, который из них, который автобус, да. И вот бывает, я стою на остановке, да, и жду свой, например, 169 автобус. Ну, мне человек подходит, говорит, ой, хорошо, я вам помогу, подскажу. А я стою такая счастливая, жду. 10 минут прошло, 15 минут прошло, полчаса прошло. И начинаю искать своего помощника. А его нет, он ушел. Он не предупредил и ушел. Из-за этого я опаздываю все время, меня ругают, я мерзну, стою под дождем. И вот поэтому я хотела бы человека, ответственного за транспорт, помочь решить проблему с оповещением автобусов. Вот я вот это хотела бы сказать. А сиз түн бирден-бир койгонуңуз эле ушулбу? Ушуну айтайын дедиңиз беле? Да, все. Надеюсь, дойдет до нужного человека. Я очень надеюсь. Хотя я придумала гениальную вещь, знаете, я придумала очень классную вещь. Я вот хотела бы собрать истории всех своих подруг и сделать из них сама. Еще раз запрос. А Да? где он? Я тебе подам. Спасибо, Мишана. Раз, два. Опять не попал, да? Да. Сейчас Алия тебе поможет. Хорошо.
Дунем, да, как в детстве. Я попала, а опять нет. Не попала. Ну, Но сейчас- четвертый раз попробуй, ничего страшного. Сильнее. Ладно? Самолетик, пожалуйста, не подводи меня, пожалуйста. Я попала, да? Попала. Девушка в бордовой водолазке, очень красивая. Сейчас она... Красивая девушка, раскройте, пожалуйста, самолетик и всему залу прочитайте громко-громко. Там можете читать на любых языках, которые вам удобны. Игнор хуже обвинения, хуже злого языка. Извините, пожалуйста, можно погромче, чуточку? Хуже дурацких вопросов. Игнор это самое обидное. Вот ты сидишь за праздничным столом вместе со всеми, а тебя не замечают. А тебе говорят так, как будто тебя тут нет, или как будто ты ребенок. Вот сижу я у телевизора, слушаю новости, рассказывают что-то очень для меня важное. Заходит родственник, берет пульт, переключает куда ему хочется, садится и смотрит какой-нибудь спорт. Меня как будто нет, как будто я пустое место. Или на... Красивый самолетик. Возьмите, пожалуйста. Девушка в красной водолазке и в джинсах, очень красивая. Прочитайте, пожалуйста, нам. Родители моего мужа хорошие люди. Они любят своего сына, желают ему счастья, но разрушают нашу жизнь. Свекровь в моем присутствии так и говорит ему: «Зачем тебе инвалид?» Я однажды сказала ей: «Мама, я слепая, но не глухая. Я слышу все. Что вы обо мне говорите? Мне обидно это слышать». Она так этому удивилась, что весь день потом не разговаривала. Я готовлю еду, убираю дом, занимаюсь детьми. Вся работа по дому на мне. Но когда в дом приходят гости, свекровь говорит моему мужу: «Отведи ее куда-нибудь. У меня не будет времени ею заниматься». Мой муж хороший сын. Он слушает свою мать, собирает мои вещи и на день увозит меня к маме. Я весь этот день обучен плачу. Спасибо вам большое. Мендағы самолет жасап қазір ұшырмақшымын. Мындай самолетті алдым, ұшырдым. Жетті үй Папа, көріп женщине в черной шляпке и в очках. Көзайнын жин. Прочитайте, пожалуйста. Я не люблю, когда ко мне прикасаются чужие люди. Да и не чужие тоже. Помню с юности это липкое, противное ощущение измазанности или руки, мне потом хочется помыться. Ахматчым. А я бы прочитала зрителям стих. Это не так больно. Давай, Тань, слушай. Минута слабости, минута слез. Время галопом, но пятится воз. Ты не растешь, а рядом старятся. В свою беспомощность, прильев морщин, в сферу чужой свободы ударится и на пол по ним слиться. Унять желание, смириться, окунуться в рог, представить в лицах, в руках синица. У тебя все есть. Будь благодарна, учись молиться, делай сама. Не можешь, живи как есть. В жизни всякое бывает. Давайте не будем сегодня о грустном. Я вам сейчас историю одну расскажу из жизни слепых. Забавную очень. Вообще, знаете, я очень люблю чай. Крепкий,
душистый, с травами, горячий. Он меня в лето погружает, на какую-то цветочную поляну высоко в горах. И вот однажды после написания одного из стихотворений, думаю, дай-ка я себя чайком попалую. Помыла заварочник, приготовила мешочки с травами, достала пачку с черным чаем, воду кипятить поставила. Ну, пока закипает, печеньки ищу себе, вкусняшку для чая. О, чайник засвистел. Завариваю, укутываю полотенцем, чтобы он лучше настоялся. Ну, минут 20 подождать надо. Я пока плеер включила, ну, зачем время зря терять, книжку послушаю. Ну, минут 20 примерно прошло, я его поженила по всем правилам. Ну, еще минут 10, пусть настоится. Жду. Ну все, пора. Наливаю в бокал чай. Уже перед глазами речка, поляна. Травы душистые пахнут, небо голубое, горы. Ну просто мечта. Делаю глоток. Горячо. Что-то запаха не чувствую, вкуса нет. Думаю, странно, или с временем что-то напутала, не дозаварился, или у меня уже со вкусом что-то не так. Ну ладно, пусть еще минут 5 постоит. Выливаю чай, полоскаю бокальчик, через 5 минут наливаю свежий. И уже осторожно так принюхиваюсь, пробую. Нет ничего, я в полной растерянности, что случилось. И тут заглядывает на кухню моя сестра и говорит: Тань, а ты что, на кипяток перейти решила? И тут до меня дошло, я ж заварку не положила. Мы посмеялись, конечно, еще подумали, ролик бы снять и в YouTube выложить. Было бы курьезные случаи из жизни слепых. Ну, забавно, конечно. А вообще это подтверждение известной истины «Будь здесь и сейчас». Для слепых это очень важно. Все нюансы, все мелочи процесса надо в памяти держать, чтобы не ошибиться. А иначе получится. Налимонился чайный куст, фиолетовый си бемоль, ты забыла доесть арбуз и добавить в салатик соль. Вот, бывает и такое. Татьянаның алсыздық жөнінде ырында абдан тура айтылған. Анткени алсыздық бұл ең қорқыныштуу сөз. Мен қайрадан ушулап алыма кайткым келбейт. Анткени мен айылда жашап жүргөндө өзүмдү кандайдыр бир буюм катары сезчүмүн. Эч кандай өз алдынчалуулук, эркиндик жок. Дайыма жаныңда киши жүрөт, жетелейт. Ага ыңгайлуу жака барасың, ага ыңгайлуу нерсени жасайсың. Дегеле көзү көрбүз. Кошуналар көрсө сокур деп шылдыңдашат. Опять побираться пошла. У тебя что, родственников нету? Тебя никто не трогает, сиди дома. Olan önüne gelme gele. А көрсө такырандай эмес экен. Баарын эч кимдин жардамы жок эле өзүм жалгыз жасай алат экенмин. Коомчулукка сен кандай болсоң, ошондой кабыл алышат экен. Болгону ал сен өзүңдү өзүң ошондой кабыл алышың керек экен. Жакындарым мен ойлочу, бирөөнүн жардамы жок, бул эч нерсе жасай албайт. Азыр шүгүр баарын өзүм өз алдынча жасай алам. Үй бүлөм бар, иштеген жумушум бар. Эч кимден жардам сурабай эле каалаган жумушумду, каалаган нерсемди жасап, каалаган жагыма эркин бара алам. Анткени мен таяк менен басканды үйрөндүм. Ак таягым бул менин канатым, көзүм. Албетте башында таяк менен баскан ыңгайсыз болду, уялдым. Анткени аябай таяк узун экен. Анан өзүмдү бүт айланамды ушул таяк менен ээлеп, башкаларга тоскоол болгондой сездим. Бирок аракет кылдым. Каалаган нерсеме жеттим. А шаарга келгенде мен мага окшогон таякчандар көп экенин көргөндө мага мындай жеңилирээк боло баштады да. С белой палочкой, которую я сейчас держу на руках,
хотела его брать с собой. Я все время просила кого-либо, чтобы они меня туда или сюда отвозили. Я работала массажисткой, и с работы меня забирал либо супруг, или же медсестра провожала меня. Однажды мне мой супруг сказал, что моя ежемесячная зарплата – это как 2 моих рабочих дня. Либо ты сиди дома, или же учись ходить палочкой. Естественно, я выбрала второй вариант, мне было тяжело, но я не хотела сидеть дома, я не хотела быть зависимой от кого-то. И я начала учиться палочкой. Я помню первые дни, когда я учила ходить палочкой, да, я люблю кинотеатр быть одна дома, и я пошла в кинотеатр. Когда все люди наслаждались кинотеатром, кином, я не хотела выходить на улицу, я стеснялась своей палочки, я думала, чтобы кино не закончилось, чтобы она длилась долго и долго. Я хотела провалиться сквозь землю, да, уходя с этой палочкой. Вот, но время прошло, я поняла, что это моя палочка, она у меня волшебная, да, она мне дает свободу. Я могу идти с ним куда захочу, могу куда хочу идти. И я помню один момент, когда я из-за этой палочки плакала. Один человек, когда я ходила на рынке, он, видимо, хотел перешагнуть ее, да, и он наступил на нее и сломал мою палочку, вот, два этих вот так сломал, и все. Я держала и плакала, я стояла, плакала, потому что я не могла сделать ни шагу без этой палочки. Потом окружающие заметили, они мне как-то склеили, и я еле как дошла с этой палочкой до дома. Я люблю свою палочку. Сейчас я слышу какие-то слова в адрес этой палочки, в адрес меня, да. Например, позавчера я слышала, как мама с ребенком идут, и ребенок же, он спрашивает: мама, что она делает? Та мама, видимо, застеснялась, говорит: тихо, тихо. А тот ребенок неугомонный, он говорит: я понял, она же клад ищет. Ребенок же, что такое? Kızlar, bugün benim tuğlan günüm. Bugün benim tuğlan günüm. 32 yaşka çıktım. 32. Kayran ömür. Günden gün güle zımırap baratkansın. Al kayda baratatken beni şaştırıp. Tuğlan gün 32 yaş. Akırkı günleri tuğulgan günümden uyalam. Ушул gün meni көптү ишке салып кыйнай берет. Туğulgan günüm мага дайыма суроо менен келет. Эмне кылдың? Эмне иш жасадың? Артыңдан эмне калтырасың деген. Кыязы мен бул суроого жооп бере албайт окшойм. Эх, кыздар, тиги эже туура айтты. Же мени эре албады, же жер албады. Мен деле элчилеп, эне болсом. Татынакай кыз. Татынакай уул төрөм. Күйөөмдүн кирин жууп үйдө отурсам деген. Же менин бактымды жараткан ушул 4 дубалгыра көргөнбү билбейм. Таптакыр акылым жетпейт. Кыздар, силер билесиңер, мен күйөөсү бар аялдардын баарын жек көрөм. Алар менин бактымды, ырыскымды тартып алгандай көрөм. Эмнеге экенин да билбейм. Турмушка да, баарына кызганчаак болуп баратам. Өзүң үчүн жашоо, демек, өзүңдүн өлүмүң үчүн жашоо. Бир бале качандыр бир убакта бешенеме жазган бакыт жылт этип кирип келеби дейм. Бирок ушуга дейин келбеген бакыт 30-дан ашкандан кийин келмекпи. Жашоо, өтүп жаткан күндөр бири-биринен айрып алып. Акыркы кездери ойчулда болуп кеттим. Болбогон ойдун баарын ойлоном. Бул бакыт деген.
Ким үчүн жаралган? Мен үчүнбү? Же сен үчүнбү? Же жанагы мас жигит үчүнбү? Же премия албай калдым деп налгандар үчүнбү? Ким? Ким үчүн жаралган? Турмуш мага түрлүү түстүү айнектей көрүнөр эле. Адамдын жаманы болот дегенге ишенче эмесмин бир кезде. Көрсө мен жаңылыптырмын. Турмуштун терезеси көп түстүү эле эмес, эки гана түстөн болот экен. Ак жана кара. Жакшылык менен жамандык, бакыт менен азап, өмүр менен өлүм. Кыздар, мен силердин маанайыңарды чөгөрөйүн деген эмесмин. Ашыкча кетсем кечиргиле. Жалгыз баштын азабы көкүрөктү жеңилдетип алмай турат. Кээде туруп, бул жашоодон кеч кимге келет? Бирок ойлоном, буга эмне себеп? Эмне ага түртөт? Могу 4 дуалбы? Адам менен адамдын ортосунда билинбеген дуал барбы? Ал дуалды ким тургузган? Адамбы? Кудайбы? Ким? Жок. Силер мени аябагыла. Мен аягандарды жек көрөм. Бул айол дагы бир ирет менин бечара кейпимди шылдыңдап, жүрөгүмдү туз куйгандай ачыштырат. Тажадым бул чөйрөдөн. Тажадым ушул көйгөйдөн. Алсырап куурап барам. Үн салчы. Дебей дедим. Мен дагы адам болуп, алыска учкум келет. Решено. Вы все будете в карнавальных костюмах. Представляете, это же просто красота. Так, вот что вы такие кислые-то? Давайте быстренько встали, построились. Вот панно будет висеть, вы на его фоне. Построились, 2 колоночки, пожалуйста. Мы с вами сейчас финальную песенку прорепетируем. Ага, Танюша, подходи. 2 я же попросила. Как вам? Или, в принципе, пойдет? Ну, всех видно, да? Хорошо, пусть так. Отлично. Улыбочку. И не забываем раскачиваться вправо, влево. На счет 3. 1, 2, 3. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись с другим. Здесь, на сцене, все было по-настоящему. И смех, и слезы, и радость. А в жизни люди одевают маски и иногда играют роли. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый человек относился к другому по-человечески. Хотя бы так, как он хочет, чтобы к нему относились. Көзі азиз адамдың таяғы бұланың көзі, қанаты, қоңшылықтағы ошондай мамиледе кылууну каалайт элем. Не называйте нас глухонемыми. У нас есть голос. Мы можем говорить.
Знаете, я не хотел бы быть белой тростью своей дочери. Безопасность своей дочери я хотел бы доверять вам. Дорогие мужчины, если вы ведете незрячую женщину, не нужно пропускать ее вперед. Делать шаг в неизвестность очень страшно. Ей гораздо комфортнее идти за вами. Не задавайте глупых вопросов незрячему человеку. Порой меня даже спрашивают, как я подношу ложку к рту. Жестовый язык прекрасный. Да, мы не слышим ушами, но мы слышим сердцем. Если бы Бог дал мне слух, я бы с ума сошла. Я привыкла жить в тишине. Anne, özümdün diagnozumdu bilbey, bilem de başımdı da ağrıtpay. Над спектаклем работали Алия Турдиева, Алия Юлдашева, Настя Молодяжная, Янагуль Абдусалам Кызы, Ирина Буховая, Матуба Хакимова, Нишана Джумалиева, Ольга Рубченко, Татьяна Ушакова, Эльвира Самарбек-Кызы, Маркинзик Юлдашев, режиссерская группа Александра Богдасарова, Ольга Щетинина, драматург Диана Зимичная, художники-постановщики Ася Хашан и Жанубек Абдулаев, жестовый перевод Виолетта Яндраева, светокомментирование, но было не сверху, Оксана Козлова, звукорежиссер Айзамар Кашумбек-Улу, осветитель Бегдар Сулейманов. Репетиции и показ прошли на сцене Министерства городского центра имени Муравьева. Спасибо им за это. Спектакль был создан по инициативе при поддержке программы развития ООН «ПРООН» в Кыргызстане.
Кыргызстане. Мероприятие проводится в рамках кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия в отношении женщин и девочек». Все это было сегодня для нас и с нами. Спасибо. Если бы взяли, сидели как бы зрители, как бы люди из кроны, правительства, я бы вышла и сказала, что наш театр «Место Д» 17 лет работает в Кыргызстане, и примерно с 2010 года мы участвуем в 16-дневной кампании против гендерного насилия. И каждый раз это спектакль, даже для профессиональной, заработанной команды это вызов. То, что сегодня сделали эти прекрасные 11 человек на сцене, 10 прекрасных женщин и людей, с которыми мы все разговаривали на разных языках поначалу. Это правда чудо. Я вас прошу искупать их в овациях. Настоящие люди. Мы вас любим. Давайте мы отпустим актеров со сцены и еще на 5 минуточек задержимся, да, буквально, и послушаем тех, кто хочет тоже сегодня перед нами выступить. И первое я приглашаю на сцену. Ребят, отпустим вас. Под аплодисменты, да? Александру Соловьеву, постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане. Большое спасибо. Коллеги приготовили для меня несколько слов, чтобы сказать вам сегодня, но я их оставила, потому что я хочу сказать от себя, ну, наверное, от моей команды тоже, с программы развития ООН. Но хочу сказать вот как часть сегодня зрительского зала. Потому что я почувствовала, что сегодня мы все оказались на этой сцене. И почему? Потому что вы пригласили нас в свою жизнь, в свои истории. Сегодня вместе с вами я прожила ваш опыт. И, наверное, многие так почувствовали, что мы сталкивались с трудностями, мы сталкивались с одиночеством, непризнанием.
со многими сложностями, но ваша смелость, ваши истории преодоления трудностей, ваши истории успеха — это то, что нас вдохновило и будет дальше в сложные дни. Я хотела бы от души поблагодарить всех, кто подготовил сегодняшний спектакль, да, за такой короткий срок. Всех, конечно же, актеров, которые выступали перед нами. И ваши сердца, да, это красное сердце, я чувствую, как оно бьется. Это сердца наших близких, наших детей, да, тех людей, с которыми мы каждый день. Те красные линии, те сложности, те, да, запутанные клубки. Хотела бы поблагодарить режиссеров и сценаристов, операторов, звукооператоров, всю большую команду. Хотела бы поблагодарить наших коллег из ООН, которые тоже сегодня в зале. Хотела бы поблагодарить Викторию Андреевну за присутствие, за партнерство. И что хотелось бы, наверное, чтобы каждый театр был инклюзивным, каждый музей стал инклюзивным, каждая библиотека, каждый город, остановки, улицы, да, для всех, кто живет вместе с нами в нашем обществе. Это не вопрос жалости или помощи, или толерантности, это просто вопрос жизни, как мы живем все вместе, такие разные, да, в одном обществе. Мы работаем вместе, мы встречаемся вместе, мы живем вместе каждый день. Большое спасибо за то, что пригласили нас на эту сцену, в эту историю, в этот зал. И хотела бы, конечно, еще раз поблагодарить и пожелать всем успехов во всех ваших планах, начинаниях, проектах, инициативах, во всем, что вы делаете каждый день. Большое спасибо. Спасибо, Рахат, спасибо, Айнагуль, все коллеги из нашей команды, которые работали вместе. В зале хочет сказать, мы готовы послушать. Госпожа Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Я даже сказала, не мероприятие, а встреча. Встреча с людьми, которых ты уже давно многие знаешь, с которыми мы очень часто встречаемся на различных событиях и мероприятиях, и рабочих моментах. Но сегодня действительно хотелось бы поблагодарить в первую очередь наших артистов. Это действительно замечательно. Удивляешься, не представляешь, удивляться таким талантом. Действительно, у нас недавно было мероприятие, проходило, где я многих наших участников узнала, потому что они каждый год участвуют, очень активны. Но вот после прожитых эмоций действительно сложно говорить. Это было настолько затронуто за душу, вот именно нити такие прошли через каждое, я думаю, сердце, которое здесь присутствует. Мы сегодня стали свидетелями небольших отрывков реальных историй жизни, реальных жизней, мы их прожили немного. И затронуто очень много таких тем актуальных и, наверное, болезненных. И очень важная тема была именно отношения родителей, поддержка родных и близких. Практически в каждой жизненной истории коснулось это, потому что все у нас взрослые идут из детства. И, как говорил наш великий писатель Чингис Туракулович Айтматов, самое сложное для человека — это каждый день быть человеком. Но я думаю, как сегодня было озвучено, в наших силах и в наших руках сделать так, чтобы наше общество было человечным. И общими усилиями, я думаю, мы это добьемся. Действительно, хотелось бы еще раз пожелать всем успехов. Спасибо всем организаторам, всем участникам. Сегодня действительно был очень важный и нужный вечер. Спасибо. Мы готовы послушать всех. Меня тут спрашивают за кулисами, как это делается в театре, как это делается в театре. В театре это делается так. Всех зрителей отпускают немножко подышать на 5 минут. Если вы хотите через 5 минут вернуться к нам, что-то сказать или что-то спросить, мы с командой будем на сцене и будем готовы просто с вами поболтать.